Этот гугун и старинный кувшин появились в коллекции Гульнары Мамутовой одними из первых. Они повторили судьбу своих владельцев. Оказались вдали от родины в местах депортации, а после долгого возвращения на историческую родину обрели свое место в доме-музее Гульнары Мамутовой. История коллекции началась еще с Узбекистана, когда ее отец принес домой тогда еще неизвестные вещи крымско-татарского быта. А после возвращения на родину интерес Гульнары собирать старинные вещи только возрос. И в 1996 году в ее доме появилась комната, которая в будущем стала своего рода музеем. И так постепенно, когда уже начал простраиваться дом, когда появилась вот эта комната и появилась возможность как-то все это выставлять, было несколько вещей. Были вот именно те вещи, которые папа нашел там еще в Узбекистане. Ну а потом со временем, чем больше появлялось вещей, тем больше у нас проявлялся интерес к тому, чтобы что-то найти. Очень много вещей, к сожалению, мы находили в груди металлолома. Ну а большую часть вещей в музей принесли друзья, соседи и просто знакомые, чтобы они не потерялись и не испортились. Попала она случайно. Эта марама принадлежала мужа родственникам. И она очень старая. То есть эта женщина, когда попала к нам, она была уже за 70 лет. И эта марама принадлежала ее бабушке. И как бы это была единственная вещь, которая осталась ей вот в доме. И желание сохранить ее она отдала нам. И уже потом, когда, попав к нам, мне рассказали, что марама подобного типа имела право носить в основном замужняя женщина, потому что вот этот вот рисунок, он идет как оберег, представляя мужское и женское начало. Интерес к уникальным вещам – это уже семейное. Муж Гульнары Риза Мамутов уже много лет собирает старинные книги и весы. Очерки Крыма Евгения Маркова. Екінші издание. Очерки Крыма, оны hepsi біледір. Оқығандар, оны мында енді яңыдан қачкері бастылар. Мында біздің миллеттің тарихы рус адам жазған. А бұл безмен екі тарафлама. Оның крючогын бұл алқаға асып қойсаң бір көрсетеді. Бұл не? Фунт көрсетеді. Бөлежіне пут көрсетеді. Ғалба бұл крючогын аша алсаң килонда көрсетеді. Любовь к старинным вещам однажды очень помогла ей в жизни, призналась Гульнара. В 2005 году женщина пережила гипертонический криз, но появление новой вещи в коллекции помогло ей встать на ноги. Ее принес близкий друг семьи. Как-то случилось так, что я заболела, и достаточно тяжело заболела. Вот. И он пришел меня проведать, и тогда вот какой-то такой, знаете, вот я тебя сейчас вылечу, Деп. И протягивает мне вот эту вот вещь. И, ну, честно говоря, знаете, куда давление делось, куда головные боли делись, куда все, я выздоровела сразу. И мы очень долго, ну, не совру, несколько лет мы не могли понять вообще, для чего она нужна.
Да, назначение ее. Как бы вроде и начальник не похожа, и просто так, как домашняя утварь. Ну, для чего-то же она сделана была. И года 4-5, да, вот мы не знали, и вот потом приходили знакомые, нам объяснили, что это, в принципе, это наша старинная аромалампа. То есть сюда наливаются какие-то масла, и ее ставили на наши камины, и вот медленное прогревание, поэтому здесь вот эти вот медленное прогревание, и здесь вот неплотно закрытая крышка, и вот это вот, оно служило именно как вот таким вот ароматизатором в женских помещениях. Со временем в коллекции стали появляться предметы не только быта крымских татар, но и других национальностей. У нас очень интересная вещь, допустим, вот эта вот, она, ну, честно говоря, к крымским татарам она не имеет никакого вообще отношения, но она попала к нам из Израиля. То есть это вот близкая подруга, супруга, вот они вместе в школе учились, вместе росли, и вот она когда приехала, увидела, ой, говорит, я вам пришлю. И вот она прислала посылочку, там 2-3 вещи таких было интересно. Что это такое? Мы очень долго не могли понять вообще, что это такое, да, как бы. Ну и выясняется, вот, ну, это ортодоксальные евреи, которые идут молиться, они они, оказывается, вот такие вот у них висят на цепи перед входом в их молельню. И вот они одной рукой моют эту руку, потом чистой рукой берут второе, и вот так вот. Вы знаете, для меня, например, это было очень удивительно, да, но вот к нам она пришла аж из Израиля. Вот. На достигнутом Мамутова останавливаться не собираются. В основной комнате уже нет места для новых вещей, и часть коллекции плавно переместилась в прихожую. Но и это не предел. Вещи все прибывают и прибывают. Гульнара не исключает, что придется в будущем выделить еще одну комнату для своей коллекции.